Одно из крупнейших деловых событий туристической отрасли страны – международную выставку МИД-2023 посетила делегация из республики во главе с председателем комитета по туризму Бесланом Мизиевым. Она проходила с 16 по 18 марта. Участие в выставке приняли региональные туркомпании Bella Tour, Aramkhi Travel, Day Tour, Visit Ингушетия. Площадь ингушского стенда составила 21 квадратный метр. На нем были представлены все особенности культуры народа. Проходили деловая программа, культурная программа. Культурная программа заключалась в гастрономическом угощении, получается, Республики Ингушетии, туристов туротрасли. Это лотереи, розыгрыш лотереи туроператорами, а также танцевальный ансамбль национальных танцев. Международная выставка туризма и индустрии МИД-2023 в этом году проходила 29-й раз. Она стала деловой площадкой для стран, регионов и туристических компаний со всего мира. В 2023 году свои продукты и услуги представили делегации из 18 стран и 57 регионов России. Число посетителей дошло до 15 тысяч. Комтуризм Ингушетии вместе с другими участниками обсуждали тренды и тенденции отрасли, находили новых партнеров и делились своими прогнозами. Итогом стало подписание 5 соглашений. Одно из них – это с Национальным агентством по туризму Республики Беларусь. После этого спрашивают, какая работа, то есть от того, что вы заключили соглашение, это проведение инфотуров, которые позволяют туроператорам других субъектов приехать сюда, посмотреть достопримечательности республики, что есть инфраструктура, есть коллективные средства размещения. И, соответственно, можно продавать туры в Республику Ингушетия. Это то, что мы планируем в ближайшие несколько месяцев сделать. Остальные 4 – это Калуга, Курск, Нижневартовск и Республика Карелия. А с тем, получается, регионом, в котором у нас в ближайшее время начнется авиасообщение. Также в марте Комтуризм представил туристический потенциал Ингушетии еще на одной международной выставке «Интур Маркет». Она направлена на расширение внутреннего туризма и выработку путей развития рынка в новых условиях. Посетители форума участвовали в многочисленных розыгрышах и конкурсах, получали информацию из первых рук и подбирали отдых на лето. В течение 3 дней все сегменты регионального турбизнеса презентовали авторские экскурсионные маршруты и разнообразие туров, познакомили посетителей с культурно-развлекательной программой. Организовали дегустацию минеральной воды Обанхи, а также рекламную акцию агропромышленного предприятия «Сад-Гигант». Стенд Республики Ингушетия на выставке «Интурмаркет» посетил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Волхаруков Дмитрий Сергеевич, а также председатель комитета по туризму Государственной Думы Санганджи Андреевич. Отметили наш стенд, мы, соответственно, вручили презент от Республики Ингушетия, рассказали им о привлекательности и достопримечательностях Республики Ингушетия. По результатам 2 выставок у Ингушетии есть договоренность с Кавказ.рф. Он помогает региону в совершенствовании всесезонного курорта Арамхи. Единый институт развития СКФО станет соорганизатором 2 событийных мероприятий. Благотворительный фонд Сафмар Микаила Гуцериева планирует реализацию долгосрочной программы, рассчитанной на 20 лет. В рамках нее пройдет реставрация родовых башенных комплексов, строительство отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. Это событие прокомментировал в своем телеграм-канале глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов отметил, что туризм в республике развивается и региону есть чем завлечь новых туристов. Это программы детского и гастротуризма, оздоровительные, лечебные и комбинированные туры. Наш регион может похвастаться не только древними памятниками искусного зодчества ингушей и потрясающими горными пейзажами. В республике есть на что посмотреть и на равнинной ее части. О гостеприимстве ингушского народа не стоит и говорить, ведь оно никого не оставит равнодушным. Рад, что удалось наладить новые контакты в сфере туризма. Теперь важно развивать эти связи и приумножать. Делегация из Комтуризма после недельной поездки в Москву вернулась на родину. Результатами работы на обоих выставках довольны. Приезжают 2 крупные компании, это Космос Групп и Алиан Групп.
которые будут предлагать услуги управления гостиничным бизнесом, а также предложения об строительстве гостиниц на территории Республики Ингушетия. Заключена договоренность с туристско-информационным центром города Москвы, и мы надеемся, что в сентябре 2023 года на гастрономический фестиваль «Праздник ингушской кухни», который пройдет в сентябре месяце, приедет туристско-информационный центр города Москвы. Он в виде ратрака большого, там 8-метрового, где будут представлены достопримечательности города Москвы. Этот год для Ингушетии стал успешным в плане развития туризма. Властями региона уделяется много внимания этому направлению, и турпоказатели с каждым годом только растут. Так, в 2022-м Ингушетию посетили более 1200 путешественников, что на 20% больше, чем за 2021 год. Этому способствует поддержка федеральных властей, госпрограммы и проекты, направленные на улучшение инфраструктуры туризма. Диана Дударова, Сулейман Костоев, Новости 24.